Лариса. Колесо времени. Амыр мындай Бурят ФМ радио шагнакшыт. Монодыр маны студияда холын элшин ерхин халмы голосаға нырыты блогер турун судгулшер худылхын Ларри Наранович Илишкин ервы. Инухумны олыдахин маны Бурят улысты ерхин монголдыш байхин тегет Фейсбукта олын емы быштык тегет орын хургулы дейді хургулы хурхада тухын бакшы байхин дургахин тегет монодыр баде ина ойрат монголну тухы туху хорулды жихилхымне тегет турун ина аны элшинха баде има асудыл тахып те хым быгжынык жа хорхы орынго авая хушын авая тухы хорхы йонду выходы тыдытны нырты хунут байга нага илистыда годом жаби идейна Илишкин гажы нырты ему годом жаби тегет танат хулисорыт бадяни бадна ортхылдары муну хорулды жихилхып де йонду выходы ина маны элшимне зарме Бурят хлые мугарылыха тегет манеш радио шагнашытны халмык хлые элго кылдак жахнып демоно Зе Амырмынды Ларри Наранович. Санбайна мен дүт мана Бурядын нек цуста ахнырдуыныр. Әрін үрсәрін байыр күрік жанау утнаста бат кішікта болтын. Хәрін түрікләбі Бурят келін мұғар ердік мен. Енға кехләбі орсағар келінау. Зе. Ну, начнем, Ларри Наранович, как положено у монгольских народов, какого вы рода, какого вы племени. Вот я уже вначале сказала, что вы носите очень известную в Калмыкии фамилию. Одна из улиц в Элисте носит фамилию вашего дедушки. Да, фамилия моя известная в Калмыкии. Я рода Эрктин, племени Бузав. Но у нас очень сложная такая система, которую надо объяснять. Значит, калмыки, нынешние калмыки, это волжские араты, состоят из нескольких племен. Во-первых, это два больших племени Тургут и Дырвыт. Далее идут Бузавы, Хашут и Зюнгары. Бузавы состоят из родов всех арат-калмыцких племен, расположенных на Волге. Этим мы, наверное, и уникальны в своем роде. Вот у меня род, допустим, тургутский, Эрктин. Но в самом роде Эрктин есть 23 рода еще внутри. Ну, как у Бурят, очень много родов в племенах. Но, то есть, если бы не уход Убышхана в 1771 году, предполагается, что род Эрктин, такой крупный, он трансформировался бы в отдельное племя со временем. И Эрктин в переводе с калмыцкого означает «имеющий право». Это был вообще улус ханский. Почему у Эрктин нет наёнов? Потому что они подчинялись напрямую хану Калмыкии. Вот из этого рода я происхожу. И вот часть этого рода попала на Дон в свое время. Известно, что калмыки были очень хорошие воины, и поэтому донские казаки были очень сильно заинтересованы в военной мощи калмыков. И они всячески предлагали калмыкам принять казачество и оставаться на Дону. Так как калмыки были кочевники, им было тяжело очень, ведь казаки это оседлые крестьяне. Тем не менее, им давали земли больше примерно в 2 раза, чем русским крестьянам. То есть выходцам из русских губерний, Украины и прочее. То есть, которые принимали казачество. Так многих заинтересовывали. Как Эрктин попали туда? В 1771 году я уже говорил, что Убышхан увел большую часть калмыков на историческую родину Джунгарию с Волги. И вот часть не смогла переправиться. По разным данным ушло 200-250 тысяч, и примерно 50 тысяч не смогли переправиться с правого берега Волги, потому что в январе, когда уходили, стартовали 5 января, вот те, кто находились на правом берегу Волги, хотели, конечно, уйти, но Волга разлилась.
представляете, да, как будто кто-то свыше сделал так, чтобы не уходили. Мгм. В январе лед тронулся, Волга разлилась, не смогли. И Екатерина II начала раскидывать рода, чтобы не уходили. То есть умышленное разделение. Часть бросили на Терек, часть на Дон. Вот Иректын, так мы оказались на Дону. Кстати, сейчас в Дубовском районе Ростовской области еще сохранилась станица Иркетенская. Мгм. И очень много калмыцких названий там. Вот скажите, в монгольском языке, в монгольских языках есть понятие «ирхытын» — гражданин, да? Вот это родственное слово? Наверное, все-таки Иркетын — это вот имеющий право. То есть Ирке — это право же. Мгм. Вот Иркетын — это те, кто имеет право. Мгм. Понятно. Ну, мы чуть раньше с вами ушли на историю вперед. Этот цикл интервью мы хотели бы начать, как говорит у нас в бурятском эпосе, с седой древности, да? С вашей исторической прародины, все-таки не нынешней территории Калмыкии, а вот прямо вот самых-самых седых времен. И для начала я предлагаю определиться с терминологией. Вот смотрите, сейчас самоназвание вас называют калмыками, да? Для монголов вы айраты, да? Иногда джунгары называют, да, потом еще встречаются и люты, алоты и так далее. Вот какое название более древнее, да, правильное, и вот что вот эти все названия означают? Давайте, может, начнем с айратов? Айраты, по одной из версий, переводятся с монгольских языков как «лесной народ», «арт». Я тоже сторонник этой версии, поскольку мы изначально жили, айраты сформировались как отдельная этническая группа именно в Восьмеречии, да, вот между Алтаем и Байкалом. То есть жили в лесах. И во времена Чингисхана именно так нас и называли лесной народ. Наверное, это самое правильное название — айрат. А остальные названия, они пришли во многом какие-то со стороны, какие-то, может быть, назывались по родам. Сейчас поясню. Значит, калмыки — это те айраты, которые ушли на Волгу. Калмыки вообще это тюркское название. По одной из версий оно означает «отделившиеся, отколовшиеся». То есть, не знаю почему, но первое упоминание о калмыках еще в середине XVI века в указе царя Ивана Грозного есть. То есть к русским это название попало от тюркоязычных авторов, да. Но самоназванием калмыков оно стало едва ли раньше XIX века. Это уже после ухода Умышхана, о котором я говорил. Калмыки, которые остались на Волге, они медленно и постепенно принимали это название, и в конце концов оно укрепилось. Но тем не менее мы не забываем, что мы айраты. Наше основное название — это айраты, конечно. А вот джунгары, когда вас называют? Джунгар — это дзюнгар. Дзюнгар — это вот род, алетский род, алеты. Алеты — это вот в 17 веке, 17-18 веке это наиболее мощное айратское племя. И вот самый мощный род среди алетов — это дзюнгары. По-китайски звучит как джунгар. И вот именно от китайских авторов и пошло название джунгар от многих. Но китайцы их алетами тоже называли. Вот первый Айратский союз называют Дурвун айрат, да? 4 айрата. Вот почему именно 4? По легенде, айраты, как племя, создались из 4 родов. По легенде, туда входили 4 рода, основанные 4 братьями. Это алеты, о которых мы говорили, это батуты, это хойты и киргуды. Но это по легенде. Хойты и алеты и батуты сейчас есть. Алеты до сих пор существуют как племя, а хойты и батуты это как рода. То есть они немножко обмельчали. А по хронике я сейчас на память не могу вам сказать. Сейчас я вот загляну. Значит, по хронике в Первый Айратский союз ходили первые. Это хойты и батуты. То есть они отдельно идут как бы. Вторые — это баргу и буряты. Третье — это алеты. И четвертое — это дербеты, хашуты, зюнгары и туметы.
Мгм. То есть в Айратский союз входили предки бурятских племен. Да, но мы же формировались именно вот в том регионе, о котором я упомянул, между Алтаем и Байкалом. Естественно, что мы очень сильно соприкасались с бурятскими племенами. Мгм. То есть восточная граница вот этого Айратского союза была где-то до Селенги доходила нашей, да? Я не могу сейчас точно сказать, до какой границы доходило, но однозначно, что мы общались все вместе. Почему? Потому что среди калмыков есть даже род Саха. Мгм. А якуты же здесь жили до 13 века, по-моему. Да. Мгм. А вот скажите, пожалуйста, вот соседями айратов написано, что в древности были предки бурят, вот бургуты, хори, тушасы, булгачины, хырмучин, татары. Вот в составе калмыков есть миркиты и харнуты. Вот они имеют отношение, как вы думаете, к бурятам? Ну, конечно, наверняка имеют, потому что, конечно, соприкасались. Допустим, я как-то читал, что ходили в походы на хоре бурят. Ну, тогда еще не назывались бурятами, а хори, да? Угу. И там освобождали кого-то, женили на хоре, там еще прочее. Это очень сильно соприкасалось. Угу. Племена раньше очень сильно соприкасались, торговали и воевали между собой, тем более родственные племена. Угу. А вот скажите, пожалуйста, вот вы все время говорите восьмиречие, да? Это вот какие вот основные 8 рек? Вот вы говорите, что калмыки раньше жили. Но я точно... Ну, территория от Байкала до Алтая, скажем да, так. но я все не могу назвать. Я знаю, что там, по-моему, Енисей, Ангара и Иртыш, Черный Иртыш. Вот, да, и вот дальше я не могу вспомнить. Угу. То есть от Западной Монголии и до Хакасии, да? Угу. Примерно вот с юга на север, и от Алтая до Байкала с запада на восток. Угу. Но вот вы сейчас упомянули о том, что Саха есть, да, в составе калмыков, но там есть и такое племя, как Цатан, да? Это вот все-таки ваши соседи были тувинцы, это вот тоже, можно сказать, предки. Ну вот, начну немножко издалека, там к концу XII века уже монгольские племена вытеснили тюркские племена с территории современной Монголии. И граница между монголами и тюрками проходила вот по окраине Тувинской котловины. Угу. И вот именно в этих лесах вот и сформировались айраты. Естественно, они формировались не только из монгольских народов, но и туда со временем входили тюркоязычные представители. Те же Цатан. Но Цатан сейчас у современных калмыков, они входят в тургутское племя. Они считаются родом там. Кстати, они есть отдельным родом и среди тургутского рода Ирктин, о котором я говорил. Mm-hmm. То есть это очень такая сложная система. Mm-hmm. Вот если мы вернемся к временам Чингисхана, да, тогда айраты занимали территории, на которых жили племена найманов. Заняли, да? Да. И племена найманов заняли после разгрома найманов, и особенно территории айратов распространились именно в период завоеваний монгольских. Потому что монголы участвовали в завоеваниях именно в войске Хулагу, и тогда вот они и вышли из леса, так можно сказать. Угу. Вот давайте теперь вернемся к тем дальним временам. Получается, междоусобицы были не только между крупными монгольскими племенами, но и внутри айратских, да, племен. Тогда в те времена начались. Они всегда происходили между всеми племенами, даже внутри родов есть примеры междоусобиц. Это неотъемлемая часть материального мира, когда люди стремятся к власти, к материальному благополучию, эгоизм зашкаливает, я лучше даже своего соседа и прочее. Вот. Я думаю, что тему буддизма мы затронем позже, и как раз я об этом потом скажу, почему именно наши предки приняли буддизм, который должен был все это остановить. Угу. Ну, если опять вернуться вот к этой истории времен Чингисхана, с какими чингисидами наиболее родственны айраты? С Хулагу. Именно с Хулагу, да? То есть они участвовали в походах на запад? Да, поход по Азии, Афганистан, современный Иран, Ирак, Сирия.
далее в Египет. Это все в основном айраты были. Мгм. Вы, наверное, слышали, что у хоре бурят есть очень старинная песня, она Иннова называется. И в том числе там поется о том, что они кочевали в теплых землях, где в копыта коней забивался виноград. Вот есть версия, что это как раз поется об Ираке, где провинция Найнава. Да, вот я об этом тоже говорил, что вполне вероятно. Почему? Потому что ведь когда набирали лесные народы, и Хулагу набирал из лесных народов войска, то, конечно же, там были предки бурят. Естественно, что со временем, вернувшись из походов, они сохранили вот эти песни и воспоминания. Мгм. Ну вот по истории известно, что вот эпоху раздробленности Монгольской империи открыли именно айратские князья. Вот как вы думаете, вот почему они не побоялись бросить вызов чингисидам? Опять же, материальный мир. Опять же, желание власти. Монгольские, то есть айратские, нельзя говорить о том, что монгольские и айратские. Да. Айратские это тоже монгольские. Да. Халхасские. Халхасские и айратские князья. Я думаю, что айратские наемные князья чувствовали какую-то ущербность, да? То есть у них, когда человек достигает достаточной мощи, достаточной силы, ему хочется большего. И он думает, почему я должен подчиняться вот этому наемну, когда я сам могу его подчинить себе. Я сильнее его. А то, что единственная преграда, это вот кровь, да? Он чингисид, а я нет. То есть среди монгольских народов как бы нельзя. Единственное, кто мог бросить вызов чингисидам, это кирииты, да? По-исторически. Ну вот, так выходили из положения, когда айраты имели влияние на всю Монголию, то официально правили халхи. Но неофициально всем руководили айратские наемные. Так происходило долгое время. Но потом, когда халхи опять снова усилились, вот началось кровавое уже противостояние. Угу. Я когда была в Калмыкии, вот услышала популярную песню, в которой поется, что калмыки улан залаты хальмогут, да? С красной кисточкой калмыки. Я очень удивилась, потому что у бурят тоже, особенно у хори, есть вот эта красная кисточка зала на шапках, да, и потом вот узнала, что в 1437 году айратский правитель Тогон Тайша издал указ, обязывающий айратов носить на шапках красные кисти. Вот как думаете, сейчас можно... Что это заставило, эти красные кисти? Для чего? Ну, знаете, по одной из версий, вы знаете такое историческое событие, как 1 сентября 1449 года 20 тысяч айратов разбили полумиллионную китайскую армию, взяли в плен китайского императора. В битве при Туму. В китайской историографии это событие именуется как Тумусская катастрофа. Писалось, что генералы и офицеры китайской армии утопали в собственной крови. То есть это была бойня, да? Представьте, 20 тысяч айратов разгромили полумиллиона армию. Никто ни до, ни после китайского императора в плен не брал. Это на какой территории происходило? Это происходило на территории Китая. Угу. То есть и вот в тот момент как раз и начиналась вот раздробленность. Мы эту битву выиграли, но всю войну мы проиграли. Ресурсы Китая были очень огромные. И когда мы все-таки потеряли юань раньше немножко империя да, распалась. Позже, когда распалась империя, которой руководили айраты в Китае, вот тогда и началась вот эта наша раздробленность наиболее сильно. Тогда, когда мы воевали еще с Китаем в середине 15 века, тогда еще халхи нас поддерживали, в том числе и буряты, предки нынешних бурят, как бы еще держались как бы вместе, говоря простым языком. И вот в тот момент говорят, что именно в тот момент, чтобы отличать себя,
было решено вот носить эти красные кисточки. Но разные версии есть. Тем не менее, эти указы были повторены калмыцкими ханами уже на Волге. В частности, не помню точно, 1700... Отец Убыши хана, Дандук-Даши хан, он издал такой указ, подтвердивший носить всем калмыкам красные кисточки. А вообще, по-моему, это было решено, еще также было подтверждено на общемонгольском съезде 1640 года. Всем монголам носить красные кисточки. Но почему-то эту традицию очень сильно берегут именно вот волжские калмыки. Угу. Ну, если мы перейдем дальше к истории, когда маньчжурский Китай начал постепенно как бы захватывать монгольские земли, да, вносить рознь между монгольскими племенами, бурятские земли входили в состав России, монгольские многие халхасские князья добровольно вошли в состав маньчжурского Китая, да. В это время чем были заняты айраты? Айраты в это время создавали свою империю. Это была первая айратская империя. Это земли от Кавказа, Черного моря и до Тибета. То есть общее население айратов тогда не превышало 1 миллион человек. Представляете, вот этот миллион держал такую территорию. Население Джунгарии было порядка 600 тысяч. То есть на Волге еще там 1250 жило хашуты, которые живут сейчас в Тибете, в предгорьях Тибета, в центральных провинциях Китая. Они, вот общая численность была примерно 1 миллион человек. Естественно, что айраты не могли подчиниться кому-либо. И в течение почти 1,5 веков они составляли достойную конкуренцию 2 огромным империям, Китаю и России, за влияние в Центральной Азии. И вот в этом уникальность айратов. С таким маленьким населением, почти 1,5 века, на равных бороться с огромными империями. И опять же, наша междоусобица нас погубила. Скажите, вот получается, калмыки вошли в состав России даже раньше, чем буряты. Там, получается, в 1608 году было официально оформлено вот это вхождение калмыцкого народа в состав России. Вот это можно считать появлением калмыцкого ханства, Хальмыктангчи? Нет. Появление калмыцкого ханства вообще официально это 1664 год, да, лето, когда русское правительство официально признало калмыцкое ханство. Но я скажу такую крамольную вещь, что в 17 веке уж точно калмыцкие правители не считали себя частью России. Они считали себя союзниками России. Потому что ни одно из полномочий не было отдано центральному правительству. Была своя армия, свой суд, действовали свои законы. В какой-то мере отдали полномочия Министерству иностранных дел. Тем не менее, тот же Аюка хан напрямую общался и с турецким султаном, и с иранским шахом, и существует очень много писем. Кстати, переписка велась тогда на айратской письменности Тудубичик. Причем турецкий султан писал тоже на Тудубичик в ответ. И в Центральной Азии переписка велась на Тудубичик. То есть влияние айратов было очень серьезное. Это как сейчас вот английский язык в мире, да? В Центральной Азии был Тудубичик известный. И сохранились письма китайского императора казахскому Аблаю, где он на Тудубичик писал: «Держись полы моего халата». То есть будь верен мне, и с тобой ничего не случится. Давайте вот слушателям поясним, что такое Тодобичик. Тодобичик — это письменность старокалмыцкая. И часто вот эту монгольскую письменность, которая пишется сверху вниз, называют еще небесный Тенгринбичик. Вот ясное письмо, почему он только называется ясным? То есть Зая Пандита, буддийский монах айратский из племени Хашут, он как правильно сказать, сделал письменность более универсальной, то есть более понятной, чем вот монгольский худам нынешний. То есть она более легче ее учить, и на ней легче писать.
в худаме есть такие сложности, не буду вдаваться в подробности, в которых нет втодобичек. Вот поэтому он и называется «Ясное письмо». Ну, давайте, дорогие радиослушатели, мы послушаем очень известную калмыцкую песню, и далее мы с вами будем разговаривать с нашим собеседником о том, когда айраты приняли буддизм. Кейтана булгене усна сана келеган уга цула келеган уга цула чеген келмечта ечемен саннагадана келеган уга цулап чеген келмечта ечемен саннагадана гашуна булгене усна сана гариган уга Чемен саннагадана гариган уга цуга чеген ониглаха чемен саннагадана чемен саннагадана борсана модана нехер чеген оянтаха чемен саннагадана оянтаха чемен Прекрасная калмыцкая песня. Мы продолжаем нашу беседу об истории айрат, нашего братского народа калмыков. И напоминаю, что сегодня у нас в гостях это известный калмыцкий блогер, в прошлом известный журналист Ларин Аранович Илишкин. Итак, Ларин Аранович, мы остановились на том, что обещали нашим слушателям рассказать о том, почему айраты раньше других монгольских племен приняли буддизм. Как это получилось, почему? Я бы не сказал, что раньше, наверное, одновременно в монгольском мире стал распространяться буддизм, наверное, с конца 16 века. Но в буддизме среди айратов он получил большее распространение, поскольку айраты в тот момент увеличили свою мощь. Они шли к созданию своей империи. А любая империя подразумевает единую религию. Айратам срочно нужна была более мощная, более понятная, более конкретная, более развитая религия.
Да? Известно, что основа буддизма – это шуньята, закон пустоты. А как стало известно человечеству лишь 100 лет назад, вот этот закон пустоты, шуньята, буддийский, это и есть квантовая физика. То есть это была религия очень передовая, и она и сейчас остается передовой. И поэтому айраты решили принять ее. Почему? Потому что, допустим, не хочу никого обижать, но шаманизм, тенгянство предполагает родовую систему, да, то есть шаман может сказать своему роду: вот не слушайте этого Найона или Хана, и все. А нужна была централизация власти. И вот именно благодаря буддизму айраты сумели объединиться в единое целое, да, и создать 3 государства на огромной территории. И еще раз повторюсь, 150 лет с маленьким населением вести на равных борьбу за влияние в Центральной Азии с огромными империями. Тогда в 17 веке Зая Пандита, о котором я говорил, буддийский лама, кстати, он был очень уважаемый среди всех монгольских народов, в том числе и у халхасских наёнов. Он ликвидировал всех шаманов среди айратов. Ну, кого-то сказали переходить, кого-то что-то, кто не подчинялся. И смог объединить айратов в единое целое. Да, и благодаря вмешательству лично Зая Пандиты были предотвращены многие кровавые междоусобицы. Например, между тургутами и хашутами внутри айратских племен именно вмешательство Зая Пандиты предотвратилось. Немного подробнее, Зая Пандита — это тибетец или это был это айрат? Из племени Хашут, айрат из племени Хашут. Вообще хашуты в этом плане очень сильно выделяются. У них очень много вот именно сильных лам, именно такого уровня так получилось. Но это не просто так, это, видимо, кармическая связь с буддизмом, с даламой. Почему? Потому что именно хашуты была основной силой, которая пришла на помощь Далай-ламе в период междоусобиц. И вот в тот момент хашуты создали в Тибете свое ханство. И в знаменитом дворце Патала восседал Далай-лама и хашутский хан. И Далай-лама, я думаю, мы, наверное, подробнее позже вернемся к этой теме, но я сейчас скажу, что именно благодаря айратам Далай-лама стал лидером всех буддистов. И название у него Далай. Монгольское. Да, океан мудрости. Именно это монгольское название. Поэтому у Далай-ламы очень сильная кармическая связь с монгольскими народами. И Зая Пандита выполнил роль объединителя айратов очень сильно. Почему он почитается среди всех айратов сейчас? Многие считают, в советское время даже его имя частенько пользовались. Даже вот я в университете учился, о нем говорили. Да, хотя в то время, сами понимаете, как к религиям относились. Но его тогда называли просветителем. Ну, он так и есть, он просветитель был. И ту святыню, которую сейчас мы ждем от Монголии на время, калмыцкую святыню, именно Зая Пандита привез нам на Волгу. Она была изготовлена в Джунгарии, статуя ламы Цангапы. И была привезена на Волгу именно калмыкам лично Зая Пандита. И она считалась ханским символом ханской власти. Ну, об этой святыне мы чуть позже подробнее поговорим. Вот возвращаясь вот к тем временам, когда вы говорите, что айраты приняли буддизм как наиболее передовую религию того времени, да, это было политическое вот решение, да, а вот айраты всегда соседствовали рядом с тюркскими народами, которые к тому времени уже были мусульманами, да. Почему, думаете, айраты не приняли ислам? Вот об этом и говорит, что айратов еще часто называют теми, кто не принял ислам. То есть из кочевых народов, которые вот были на то время в том регионе жили, айраты единственные, кто не принял ислам. Ну, по версии айратов, опять же, никому их не хочу обидеть, но по версии айратов эта религия не подходила к айратам, потому что она считается что ислам — это подчинение, в первую очередь. Буддизм такого подчинения не дает. Таких условий не ставит. Буддизм — это вообще религия для свободных людей. То есть это другое дело, как ты понимаешь ее.
любую религию можно изменить по-своему. Но вот благодаря тому, что сейчас у нас есть Далай-лама, даже те попытки, которые есть, изменить ее не получается. Потому что авторитет Далай-ламы настолько высок. И поэтому у нас в буддизме в основном чистые течения. Конечно, есть секты. Еще какие секты. Я думаю, что мы о них потом поговорим. Да, они опасны. И не хотелось бы их вообще называть в эфире, тем более. Давайте тогда вернемся вот все-таки по Далай-ламе и роли айратов в появлении вот такой личности, как Далай-лама. Мы поговорим, конечно, чуть более подробно и отдельно. Но вот сейчас, если возвращаться к той истории, есть такая версия, что это был политический союз, то есть айраты помогли главе школы Гелуг, Далай-ламе, да, объединить Тибет. Далай-лама, в свою очередь, позволил как бы айратам, дал возможность власть над монгольскими племенами установить. Как вам такая версия? Да, я не думаю. Дело в том, что это конечно, политический расчет был. Политический расчет, естественно, есть в этом. Но в тот момент не думаю, что Далай-лама мог дать власть над всеми монгольскими народами. Нет. На тот момент, наверное, все-таки было политическое. Почему? Потому что против Далай-ламы на тот момент выступил Цогтайджи Халхасский, который тоже свои собственные интересы. Одновременно он выступил против маньчжур. Он был чингисид? Я не знаю. Но он выступил. То есть Лигден хан, южно-монгольский, и вот Цогтайджи. И битва между ними произошла на Кукуноре, да? Кукнур озеро. Не знаю, как по-китайски сейчас называется, не помню. Ну, оно так называется, по-моему, Кукунор. Нет, оно какое-то еще название имеет китайское, но неважно. В 1635 году айраты разбили Цогтайджи, вошли в Тибет и провозгласили Далай-ламу лидером всех буддистов. На тот момент в школе буддистской в Тибете между школами намечалась вообще кровавая разборка. По типу сейчас многих религий. Так? Красношапочники — это карма Кагью Нигма против Гелуг. Да? Гелуг — это желтошапочники, то есть Далай-лама. И вообще могло произойти непоправимое. То есть если бы начали друг друга резать и убивать по религиозным соображениям, то я думаю, что и буддизму пришел бы конец. Как сейчас происходит во многих религиях, когда разные представители разных течений друг друга убивают, те же вот католики, протестанты, да, помните, в Северной Ирландии, что происходило и прочее. Вот шииты, сунниты. Там. Да. И вот историческая роль айратов состоит в том, что они предотвратили эту бойню, предотвратили раскол в буддизме. Они вошли в Тибет, они взяли на себя тяжелейшую карму, убив многих серьезных лам. Других школ. Да, красношапочников. Они, с одной стороны, взяли на себя серьезную карму, которую мы пронесли через страдания все эти века. Да? Мы знаем, за что мы несем эту карму. Несли. Но в то же время это историческая роль айратов в том, что они предотвратили эту бойню и сохранили саму веру. Поэтому по нашей версии, то есть с точки зрения буддизма, мы не можем исчезнуть с политической карты мира никогда. Почему? Потому что, да, мы отрабатывали и геноциды, и выселение, и прочее. Потери территорий, но, тем не менее, мы выжили и идем дальше. И мы не потеряли дух именно благодаря нашей вере. Ну, про геноцид обязательно мы сделаем отдельную передачу, конечно. Давайте вот вернемся. Вы сейчас очень интересно говорите о том, что в Тибете тогда шли просто кровавые войны между разными школами буддизма, да? Но... Нет, это не были кровавые, они уже намечались, да. Почему? Потому что противостояние достигло апогея. То есть вот эти разборки, они уже вышли за рамки религиозных споров. Диспутов, да. Угу. И вот именно вторжение айратов помогло предотвратить вот эту бойню. И сейчас все буквально школы считают Далай-ламу лидером своим, да, вот, лидером всех там буддистов, несмотря на принадлежность другим течениям. Угу.
Тогда такой вопрос. Почему айраты поддержали именно школу Гилук, а не школу Кармапы, не школу Нигма? Я не могу вдаваться в вот эти политические реалии того времени. Я вообще смотрю по многому с буддийской точки зрения. Наверное, у нас кармическая связь именно со школы Гилук и с Далай-ламой. Ведь не случайно Далай-лама именно к нам сейчас вот имеет такое отношение. И скажу больше, у нас есть рода калмыцкие, которые сохранили подарки лично Далай-ламы VI. О, то есть они через столько километров, через столько поколений, веков да, хранили это все. сохранили, да. Угу. Вопрос немного не исторический, но тоже очень часто можно услышать такую версию, такой стереотип, что буддизм — это религия пацифистов, очень мирная, да, отрицает войны и так далее, что из-за принятия буддизма монголы потеряли свою воинственность, что вот не надо было принимать. Это вот вы, наверное, читали в бурятском, особенно в сегменте интернета это обсуждается часто. Вот опровергните это. Я вам больше скажу. Иногда, слушая своего собеседника, просто диву даешься, до чего доходит. Ну, как вот можно говорить на какую-то тему, а у нас очень многие любят говорить на тему, в которой вообще не разбираются. Я всегда спрашиваю, а вы читали основу буддизма? Нет. А как ты можешь говорить на тему, которую ты вообще не знаешь? То есть ты хочешь сказать, что ты умнее меня априори, то есть с рождения, то есть ты можешь меня переспорить, будучи не в теме, когда я в этой теме уже много лет. Но это оскорбление собеседнику, я считаю. Ну, господа, хочу вас разочаровать. Пояса смертников были придуманы не в исламском мире и впервые применены, а во время гражданской войны в буддийской Шри-Ланке, которая длилась 29 лет с 70-го года по 1999 между сингалами-буддистами и тамилами-индуистами. И, как известно, индуизм очень похож, религия похожа на буддизм, там тоже верят в реинкарнацию, там тоже верят в Будду в какой-то мере. Будда считается одним из своих святых индуистских. В индуизме, как и в буддизме, есть тантра, тайное учение, то есть очень серьезные тантрические учителя есть. Так вот, именно между ними, во время войны между буддистами и индуистами, были применены впервые изготовленные пояса смертников и катера смертников, и впервые были применены. И буддисты применили тогда такую тактику, сингалы. Индуисты прятались в лесах по ячейке по 8-12 человек и совершали теракты. И буддисты стали готовить своих смертников, то есть спецназовцев, одиночек. Вот представляете, один в джунглях полгода, и за полгода он должен уничтожить эту ячейку. Один. Мало того, что в джунглях выжить, еще и уничтожить. Разве это способен сделать слабый, неподготовленный человек? И они таким образом добились успеха. И еще немаловажный факт. Когда сингалы прижали тамилов к побережью, тамилы, так же, как и буддисты, верующие в перерождение, отказались сдаваться и пошли в последнюю атаку, и все погибли. Разве могут на это слабее? Кто об этом рассуждает, о слабости буддизма? Попробуйте, пожалуйста, оденьте на себя пояс смертника или пойдите в последнюю атаку, и тогда будете о чем-то говорить. Далай-лама говорит, если мы не пытаемся остановить зло, этим мы нарушаем буддийские обеты. Вот и все. То есть, если вы приняли буддийские обеты, вы не имеете права теперь ни трусить, ни отступать и прочее. Буддизм — это религия сильных. Наверное, поэтому те, кто его критикует, боится туда идти, потому что он не может быть сильным. Угу. Ну, а я обычно привожу вот ваш пример калмыков, наших айратов, да, которые приняли буддизм, при этом остались весьма воинственным, сильным народом, да, никак не превратившись в слабых. Мы прошли такие испытания, нас ломали через колено, и калмыки сохранили дух, и все это прекрасно знают. И когда об этом говорят, в основном люди кивают головой. Но есть такие, которые говорят, да нет, вы вот такие, потому что вы живете в таком регионе. В каком регионе мы живем? На Северном Кавказе. Это что? Мы пришли такие интеллигентные на Кавказ, и там нас сделали
такими дикими, там, воинственными. Ребят, это же смешно. Как могут быть интеллигентные люди с населением 1 миллион человек держать территорию от Кавказа до Тибета? На равных бороться с маньчжурами, с Китаем, с прочими народами, с Россией. Ну, надо просто логику немножко включать. Если кому-то не нравится буддизм, это ваши проблемы. Но не надо идти поперек фактов, исторических фактов. Мгм. И сейчас я еще немножко времени займу. Сейчас очень многие в мире поняли силу буддизма. Очень многие. Сейчас вводится буддизм в школах Великобритании, в американской армии вводится медитация по-буддийски, в канадской полиции уже велось. Во многих странах уже поняли силу буддизма. А у нас еще остаются люди, которые вообще ничего не читали, ничего не понимали и пытаются рассуждать на тему, которая вообще для них очень далека. Мгм. Ну вот наша передача идет к концу. Как раз давайте ее завершим. Вот так называемый монгольский период в истории калмыков, да? Вот еще находясь на территории монгольских земель, Западной Монголии, да? Почему айратские племена не стали подчиняться маньчжурам, вот как халхасские многие князья? Я же говорю, на тот момент айраты увеличили свою силу, мощь. Естественно, они считали, что они достойны быть главными. И маньчжуры это были одни из их противников. Как может человек, который чувствует в себе силы, люди, подчиняться кому-то? А у халхасцев сил не было, у халхасских племен? Нет, дело в том, что когда начались междоусобицы, вот политические реалии остались такими, что многие халхасские районы приняли сторону маньчжур. Наверное, на тот момент это им было на тот момент выгодно. Не знаю почему. Так всегда бывает, когда родственные народы друг друга уничтожают, всегда кто-то принимает чужую сторону, да, но не хочет никого осуждать. Дело в том, что время уже разделения прошло, и необходимо уже собирать камни, да, лучше вспоминать о хорошем, а не о плохом. Нет, конечно, мы никого не осуждаем. Единственное, что я хочу сказать, то, что когда была Джунгария уничтожена, забегая вперед скажу, китайский император собрал халхасских князей и сказал: раньше вы могли уходить в Джунгарию, а сейчас вам бежать некуда. Это было полное подчинение монгольского мира. Маньчжурам, да. Угу. Давайте обозначим это время. В это время бурятские земли входили в состав России. Это да. Примерно одно время. То есть, имеется в виду, что полная потеря независимости монгольского мира. Угу. И если завершать, получается, основные битвы айратов с маньчжурами какие были? Самые известные? Известная битва недалеко от современного Улан-Батора, когда Галдан Башокту проиграл ее, да. И интересный такой момент, когда меня везли от памятника Чингисхану, наши, кстати, айраты монгольские, у меня очень сильно испортилось настроение, да. Я говорю, что-то мне плакать хочется. И один мне говорит: а мы же проезжаем Зун-Мод, здесь Галдан Башокту проиграл маньчжурам, прямо по тому месту. Представляете, да? И какая-то генетическая память. Мне захотелось плакать. Я же не знал, что это место такое. Были крупные сражения, там, допустим, Галдан Церен, да? Когда пришел к власти, он в 2 сражениях выиграл, победил маньчжур, и при нем уже маньчжуры, при его управлении 15-летним, маньчжуры вообще не подходили близко к Джунгарии даже. Очень много было битв, которые айраты не проиграли им. Давайте обозначим, Джунгария — это какие территории? Джунгария была от Западная Монголия, часть нынешнего Синьцзянь-Угурского района, там восточный Туркестан был под влиянием Джунгарии, нынешний Западный Казахстан, Южный Казахстан, Северная Киргизия, Иссык-Куль, где Алмата сейчас, это все были территории Джунгарии. Джунгарского ханства. Да. Угу. То есть это было многонациональное ханство. Это не надо воспринимать так, что там одни айраты жили. Нет. Они были, народы подчинялись айратам. Алтайцы, тувинцы, все это были айратская империя. И это очень большие территории занимало. Не скажу, что они прям подчинялись, да, они многие алтайцы до сих пор себя айратами считают. До войны была Айротская республика вообще в Алтае.
Да, сейчас известный актер Маматули. Да. Да, он говорит, что он айрат. Мы вообще единственные, мы все роднились. Допустим, те же хашуты, которые влились, наше племя, которое влилось среди тувинцев, оно же называется Кажугет сейчас у них. Мгм. Кажугетович, вот министр обороны, вот он, потомок хашутов. Мгм. То есть мы очень сильно, нас объединила наша единая религия, тоже с тувинцами и прочее. Вот это буддизм очень мощная объединительная сила, которая помогла нам подняться. Но мы должны были, конечно, свою карму отработать из-за вот того, что мы сотворили кармы. Но и эта религия помогла, кстати, нам выжить. И я скажу больше в заключении. В интернете я видел, как один русский, один хакас, историки говорили, в том числе об айратах. И один из них сказал такую вещь. Айраты, джунгары, это защитники буддизма, и они еще вернутся. Мгм. Можно ли, вот подводя итоги сегодняшней беседы, вот сказать, что айраты, во-первых, не только одни из первых приняли буддизм среди монгольских племен, все-таки одни из первых. Не будем говорить, что самые первые. Вы меня поправили. И вот они, благодаря буддизму, объединились, стали сильнее и создали джунгарское ханство. Да? Это вот расцвет был тогда на территории монгольских земель, вот айратского могущества. Да, именно джунгарское ханство, оно стало основой вообще айратов, да? Хотя было создано 3 государства айратских, но самое мощное было Джунгария, конечно, это была основа. И с падением Джунгарии вот именно айраты полностью ослабли, именно с потерей Джунгарии. Это какие годы примерно? Давайте период обозначим. Это 1756-58 годы, когда маньчжуры полностью уничтожили Джунгарию, вырезали население и прочее. И тогда же через 20 лет, меньше чем через 20 лет, прекратилось свое существование калмыцкое ханство, поскольку большая часть калмыков с боями стала прорываться в Джунгарию с целью занять эти земли снова. Но по пути 2/3 погибло, и уже оставшиеся вынуждены были сдаться на милость императора. Ну, я думаю, об этом мы уже поговорим более подробно в следующих наших передачах, в наших интервью. Я нашим радиослушателям напоминаю о том, что сегодня у нас в гостях известный калмыцкий блогер, журналист Ларин Аранович Илишкин. Мы обсуждали общую историю монгольских племен, нашего братского народа калмыков, они же айраты. И я все-таки предлагаю вот в следующей передаче более подробно рассказать об князе Амурсане, да, который, наверное, тоже относится к периоду джунгарского ханства, я так понимаю, да? Да, это он имеет прямое отношение к гибели джунгарского ханства и похоронен здесь, в Бурятии, Да, поэтому интересная тема. Да, интересная личность, которая связывает 2 наших народа, тоже история 2 наших народов. Ларин Аранович, мы вас благодарим за то, что вы нашли время, очень подробно сегодня рассказали. Если какие-то вопросы у радиослушателей появятся, пожалуйста, они могут звонить к нам в студию и оставлять вопросы на сайте Бурят.ФМ. Зая дахин улзатра байырты. Байырла. Нютагайм радио, Йырсык Найма Долгиндера.